Торжественным открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Чульман, построенном по программе «Газпром детям», завершилась сегодня рабочая поездка главы Якутии Айсена Николаева в Нерюнгринский район. Новый комплекс – это второй из 3 объектов, построенных по этой программе, которые начнут функционировать в республике в этом году. Сегодня открытие Ледового дворца в поселке Чульман. В Южной Якутии всегда очень развивался хоккей. Как раз первый чемпионат был проведен именно в Алданском районе. Потом Нерюнгри подхватило это развитие хоккея. И это даст новый всплеск развития хоккея. Также глава Якутии Айсен Николаев проверил ход строительства врачебной амбулатории в селе Иенгра. В 2019 году в связи с аварийным состоянием был закрыт единственный стационар 1975 года постройки. Айсен Николаев поручил ускорить темпы строительства и ввести объект в установленные сроки. И уже в конце этого года жители села начнут получать медицинскую помощь. В этом году, наконец, это такое давнее уже желание иенгринцев воплотиться в жизнь. На завершающей стадии находится строительство объекта, в котором будет не только поликлиника, но и дневной стационар и для взрослых, и для детей. И, конечно же, этот объект медицинский будет оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. В селе Иенгра Илдархан посетил семью Крангаус, который вручил посмертную награду гвардии ефрейтора Станислава Крангауза, героически погибшего при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Хотел бы выразить вам слова глубокого соболезнования и глубокой признательности за то, что такие люди, как Станислав, у нас в стране есть. Ввод новых мощностей позволит Нерюнгринской ГРЭС обеспечить надежным электроснабжением промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, повысит энергоэффективность Нерюнгринского района и обеспечит дополнительные рабочие места. Об этом шла речь в ходе ознакомления Айсеном Николаевым с реализацией планов модернизации Нерюнгринской ГРЭС. А на встрече с промышленными предприятиями Нерюнгринского района Илдархан подвел промежуточные итоги работы в условиях западных санкций, обсудил вопросы исполнения планов предприятий на 2022 год. Айсен Николаев отметил, что работа промышленных предприятий играет большую роль в обеспечении благополучия района, республики и страны в целом. В целом хочу сказать, что компания с честью выдерживает те планы, которые были заложены на 2022 год. И уверен, что и результаты по году будут тоже неплохие. Ну, те проблемы, те вопросы, которые есть, мы, конечно, будем и вместе с руководством района, и с профильными министерствами, и с федеральным центром вместе все решать. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.